Президент Республики Таджикистан лично принял участие в перекрытии. 1,5 часа, профессионально управляя бульдозером, он набросал тонны земли и камней и первым выехал на противоположный берег. В октябре в Вахше минимальное количество воды, и осень – самое удобное время для подобных работ. Длина дамбы составит 1,5 километра, а высота 335 метров. Она образует водохранилище объемом свыше 30 миллиардов кубометров. Сама Рагунская ГЭС с производственной мощностью более 17 миллиардов киловатт в час электроэнергии считается самой крупной в регионе. Все жители Таджикистана долгие годы ждали этого доброго дня, и славные сыновья Отечества, квалифицированные специалисты, строители, круглосуточно трудились, чтобы приблизить это событие. То есть этот день является светлым и лучезарным, когда закладывается фундамент для достижения национальных чаяний и светлого будущего нашего дорогого Таджикистана. Президент Таджикистана отметил, что плотина позволит обеспечить ирригацию используемых и осваиваемых земель в странах низовья реки, и Таджикистан не оставит своих соседей без воды. Рагун – один из самых крупных долгостроев во всем мире. Работы на строительстве гидроузла начались еще в 1976 году и были остановлены с распадом СССР. В 1993 году из-за сильного паводка перемычка плотины была размыта, а все объекты затоплены. Попытки начать строительство ГЭС страна предпринимала с 2004 года. В 2010-м также планировалось перекрыть реку, но решение было отложено, так как Всемирный банк начал экспертизу безопасности самой высокой в мире каменно-насыпной плотины, особенно ее сейсмостойкости. И в 2015 году вынесли свое решение, опубликовав доклад, в котором говорится, что проект не несет никаких серьезных угроз, и плотина сможет выдержать 9-бальное землетрясение. Руководство итальянской компании-подрядчика строительства плотины Salini Impregio ранее сообщало, что первый агрегат гидроэлектростанции будет запущен уже в 2018 году, а второй в 2019. Всего агрегатов будет 6, каждый мощностью 600 мегаватт. Суммарная мощность гидроузла должна составить 3600 мегаватт. Полная сдача ГЭС в эксплуатацию ожидается в течение 13 лет, и стоимость работ в общем составит около 4 миллиардов долларов. Анушер Волнарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.